Добрый день, уважаемые коллеги, педагоги Республики Коми. Коми Республиканский институт развития и образования рад приветствовать вас на первом семинаре, который посвящен сопровождению предметов этнокультурной направленности и учебных предметов русский родной язык, литературное чтение на русском родном языке и русская родная литература. Я хочу анонсировать, что мы в течение июня и июля будем проводить еженедельно вебинары, которые посвящены данной тематике. Мы сформировали экспертное профессиональное сообщество Республики Коми, которое в настоящее время готовы вас сопровождать по таким вопросам, которые вы задаете нам, которые связаны именно с предметами этнокультурной направленности и с новыми учебными предметами русский родной язык и русская родная литература. Нам очень важно, чтобы вы, уважаемые коллеги, подключались к нашим вебинарам. Мы понимаем, что наступил летний период, но несмотря на это, вы все уже осознаете свою ответственность за подготовку к новому учебному году. Итак, мы открываем первый вебинар, который посвящен разработке рабочих программ предметов этнокультурной направленности и учебных предметов русский родной язык и русская родная литература. Я хочу вам представить сегодня наших экспертов. Это Эльвира Михайловна Демина, которая будет представлять материалы по теме «Специфика организации преподавания курсов этнокультурной направленности». Конечно, представляю руководителя Республиканского метода объединения учителей русского языка и литературы Наталью Станиславовну Сергиеву, которая вам представит свое видение, концептуальное видение именно о ценностном содержании учебных предметов и курсов этнокультурной направленности. Представляю Татьяну Петровну Матвееву, заместителя руководителя РМО учителей русского языка и литературы. Ее информация будет посвящена отбору содержания рабочих программ предметов русский родной язык и русская родная литература. И Бизайна Анну Александровну, которая сегодня более подробно остановится на отборе содержания рабочих программ предметов русский родной язык и литературное чтение на русском родном языке. К нам присоединится Татьяна Николаевна Политова, которая тоже представит информацию на основе сформированных методических рекомендаций по работе с программой «Русский родной язык» и «Русская родная литература». Мы ждем ее на нашу запись, и вы ее выступление уже увидите в нашем разделе «Видеозал» завтра. Поэтому, уважаемые коллеги, сегодня у нас семинар очень насыщенный по содержанию. У вас есть возможность задавать нам вопросы. Мы ждем этой обратной связи, и мы должны понимать, что именно только все вместе мы сможем в дальнейшем качественно реализовывать предметы этнокультурной направленности и предметы русский родной язык и русская родная литература. Уважаемые коллеги, то есть у нас сегодня онлайн подключение и в видеозале офлайн вы тоже сможете посмотреть в течение всего летнего периода все записи наших видео-вебинаров. Уважаемые коллеги, я желаю вам удачной работы. Обязательно откликайтесь на вопросы наших коллег. Спасибо, желаю вам успешной работы. Коллеги. На секундочку еще открыть, я прицелюсь камеру. Чуть-чуть. Как бы не влезать в четверг. Нормально? Итак, коллеги, Галина Владимировна озвучила план нашего сегодняшнего семинара, семинарского вебинара, если можно так выразиться. И я представлю выступление
Татьяны Николаевны Политовой у нас будет осуществляться в записи. Сейчас я хочу поговорить с вами о специфике организации преподавания предметов и курсов этнокультурной направленности. И дальше предоставлю слово коллегам, которые раскроют содержание и специфику его отбора, рабочих программ, предметной области родной язык и родная литература с точки зрения для учащихся носителей или представителей носителей русского языка. В концепции развития этнокультурного образования Республики Коми на 2016-2020 годы, утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми 23 ноября 2015 года, в качестве основы этнокультурного образования выделяет филологическое. К основным учебным предметам этнокультурной направленности относятся в первую очередь коми-язык как родной, литературное чтение на коми-языке и коми-литература. Эти предметы, согласно изменениям федеральных государственных образовательных стандартов, внесенным приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2015 года, входят в новую, обязательную для освоения предметную область родной язык и родная литература. И согласно требованиям стандартов являются обязательными к изучению для учащихся с родным коми-языком. Для учащихся с родным русским языком данная предметная область представлена учебными предметами русский родной язык, литературное чтение на русском родном языке и русская литература. Примерный объем учебного времени, который выделяется в учебном плане на освоение программ данных учебных предметов, приводится в письме Минобрнауки России от 6 декабря 2017 года. Как видите, он существенно меньше, чем тот, на который рассчитаны примерные программы по коми-языку, как родному, размещенные на сайте примерных основных образовательных программ и примерных программ учебных предметов в госреестр.ру, который является государственной информационной системой. Напомним, что в условиях действующего законодательства школа самостоятельно разрабатывает основные образовательные программы, которые определяют содержание образования, а также учебные планы их реализации. Но данная самостоятельность в определенной мере ограничена требованиями самих федеральных государственных образовательных стандартов к результатам освоения образовательных программ и примерными программами, в которых и определено инвариантное, то есть обязательное содержание образования. Именно этот блок содержания учебного предмета, наряду с перечнем планируемых результатов, является тем самым важным и главным, что должен взять учитель из примерной программы при разработке своей рабочей программы. Это следует из определения позиции с учетом, согласно федеральному закону номер 273 ФЗ, об образовании в Российской Федерации, школа разрабатывает свои основные образовательные программы в соответствии с требованиями ВГОС и с учетом примерных основных образовательных программ. В отношении же рабочих программ учебных предметов в самих стандартах определено, что они разрабатываются на основе требований ВГОС к результатам освоения образовательной программы и с учетом программ, включенных в ее структуру. Имеются в виду программы формирования или развития универсальных учебных действий учащихся и программы воспитания. Подробнее об отборе содержания для образования для освоения предметной области родной язык и родная литература на каждом уровне общего образования расскажут мои коллеги. А мы вернемся к курсам этнокультурной направленности. В целях обогащения историко-культурной картины мира и развития общей культуры личности через постижение особенностей коми-культуры для учащихся, представителей русского и иных этносов, в республике разработаны учебные курсы «Коми-язык как неродной» и «Литература Республики Коми». Кроме этого, в целях удовлетворения этнокультурных потребностей учащихся школы республики вводят такие учебные курсы, как «Край, в котором я живу» для 1-4 классов, программа «Полное учебно-методическое обеспечение» разработана сотрудниками института, и завтра на вебинаре автор разработчики представит данный УМК. История и культура Коми-края, природа и хозяйство Республики Коми, программа для 6-9 классов разрабатываются также в рамках в институте.
Данные учебные курсы включаются в часть учебного плана школы, формируемую участниками образовательных отношений, с учетом интересов и запросов учащихся, родителей, законных представителей несовершеннолетних обучающихся. Рекомендации по организации их преподавания в заявительном порядке даны в письме Минобрнауки Республики Коми от 1 ноября 2017 года. Основой для разработки рабочих программ данных учебных курсов являются примерные программы по коми-языку как неродному, уже вошедшие в федеральный реестр, программы, разработанные в КРИРО и апробируемые на базе школ республиканских площадок. Эти программы будут представляться авторами-разработчиками в течение данной недели в рамках также видео-вебинаров. Кроме этого, в основу разработки учебного курса этнокультурной и региональной направленности может лечь содержание основного учебного предмета литературы, истории, географии, биологии, экологии. Мы знаем, что учителя школ Республики Коми имеют богатейший опыт реализации регионального этнокультурного содержания образования, накопленный в период разработки и реализации национально-регионального компонента государственных образовательных стандартов 1998 и 2004 годов. Именно этот опыт и зачастую уникальные дидактические материалы с учетом новых технологий и средств их представления могут стать основой для разработки содержания учебных курсов с этнокультурной и региональной тематикой. Проблема, которая остается актуальной при введении этих курсов, это поиск и отбор учебно-методического обеспечения их реализации. В существующем правовом поле вопрос носит не только проблемный, но и дискуссионный характер. Мы очень надеемся, что к 2019 году этот вопрос будет разрешен и на федеральном, и на региональном уровне с точки зрения разработки необходимых учебников и учебных пособий. Проблема же подготовки педагогических кадров по вопросам разработки и реализации рабочих программ, учебных предметов и курсов этнокультурной направленности, а также предметной области родной язык и родная литература, готовы решить для вас вместе с вами и мы, преподаватели Института развития образования и Центра развития образования города Сыктывкара, в рамках очных курсовых мероприятий, тематических семинаров, заочного обучения и, конечно, консультирования. Вот коротко, я, опять же, не останавливаюсь, не хотелось бы останавливаться на содержании каждого курса, поскольку для этого у нас есть авторазработчики, есть программы и есть та необходимость введения и разработки, которые существуют у вас в школах по запросам для конкретной школы, конкретных. Мы готовы, еще раз повторяю, в рамках консультирования, очных мероприятий осуществить данную разработку вместе с вами или для вас. Сейчас я передаю слово Бизайне Анне Александровне. Для того, чтобы она представила специфику, особенности содержания предметов, отбора содержания предметов русский язык родной и литературное чтение на русском родном языке на уровне начального общего образования. Так, ну что, наверное, в самом начале хочется вспомнить слова Константина Дмитриевича Ушинского, как раз, наверное, они на сегодня будут определять содержание нашего разговора. Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественных языков. И наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нем своей духовной стороной только через посредство той же среды отечественных языков. Сегодня действительно назрел тот момент, когда нам необходимо обратить внимание на содержание таких предметов, как родной язык и родная литература. Ну, в самом начале разговора хочется остановиться определить, наверное, основные проблемы, которые возникли при разработке программ. Ну, вот первая проблема, которую уже Камила Михайловна озвучила, что у нас практически отсутствует учебно-методическое сопровождение предметов русский родной язык и литературное чтение на русском родном языке. И вторая проблема возникла, наверное, в тот момент, когда некоторые педагоги попытались разработать программу и наткнулись на то, что, оказывается, при чтении планируемых
результатах русский родной язык литературное чтение на русском родном языке создается впечатление, что это все те же самые результаты, которые заявлены в обычных учебных предметах. Поэтому сегодня мы предлагаем вам разобраться как раз вот, да, и сравнить, проанализировать результаты литературного чтения, требования к результатам литературного чтения, литературное чтение на русском родном языке, и то же самое проделать с русским языком. И посмотреть, какова разница, да, и, может быть, где-то определить направление деятельности, да, направление разработки программы. Ну вот перед вами как раз тот анализ, который мы сделали с коллегами по литературному чтению на русском родном языке. Красным цветом обозначены те результаты, которые идентичны, да, в том и другом учебном предмете. Причем абсолютно, вы видите формулировки, они абсолютно идентичны. Абсолютно идентичные формулировки. Черным цветом мы попытались выделить именно то, что не находит соответствия, да, в программах. Допустим, литературное чтение, успешность обучения по всем учебным предметам. Мы-то понимаем, да, что это метапредметный результат, да, осознание успешности. Понимание роли чтения. В свою очередь, в другой программе понимание родной литературы как одной из основных национальных культурных ценностей народа. И второй результат – осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа. Вот, прошу обратить внимание, именно мы выделили как раз слово, да, выдающиеся произведения культуры своего народа. И обратить внимание на то, что не произведений литературных, да, а культуры, как говорится, то есть гораздо глубже должно рассматриваться содержание, которое будет направлено на формирование этого результата. Зеленым цветом у нас обозначены результаты, которые углубляются в литературном чтении на русском родном языке. Если в литературном чтении заявлено формирование потребностей в систематическом чтении, да, то здесь формирование потребностей не просто в чтении в систематическом на родном языке, как следствие познания себя и мира, обеспечение культурной самоидентификации. То есть, посмотрите, да, то есть насколько должно углубиться содержание в этом предмете. И голубым цветом мы обозначили тот результат, который выведен как раз в литературное чтение на русском родном языке, и он заявлен как понимание родной литературы как одной из основных национальных культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. И понимаем с вами, что этот результат мы можем характеризовать как личностный. Да? Результат направлен на формирование личностных качеств. Обучающихся, да. Поэтому освоение предмета, кроме предметных, направлено и на достижение личностных результатов, таких как первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России и элементарное представление об этнических традициях и культурном достоянии своего края. Здесь я дополню, что данные результаты, именно личностные результаты, мы дополню Анну Александровну, чтобы четче мы анализируем, здесь на экране представлены не сами планируемые результаты, а требования, потому что мы анализировали, сравнивали требования к планируемым результатам, представленным в стандарте начального общего образования, вопрос именно в редакции приказа 29 декабря 2015 года. Поскольку самих планируемых результатов для предметов предметной области родной язык и родная литература нету в примерных основных образовательных программах, разработанных и размещенных в государственной информационной системе раньше, нежели вышли данные изменения стандарта. Личностные результаты взяты наоборот, то есть примерная основная образовательная программа начального общего образования, как обязательные к достижению, именно потому что называются планируемыми, обязательные к достижению всеми учащимися, заканчивающими уровень начального общего образования. И вот, знакомясь с работами многих методологов, в том числе и вот у Ольги Васильевны Чингиловой, Рустама Николаевича Гунеева, хочу заметить, что они вот как раз выдвигали задачами изучения русского языка, литературного чтения в том числе, такие задачи, как развитие патриотического чувства по отношению к родному языку, любви, интереса к нему, осознание его красоты, эстетической ценности, гордости, уважения к языку как части русской национальной культуры, осознание себя носителем языка,
формирование чувства языка, воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством, познавать язык, совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой. Сообщение необходимых знаний, формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить. На наш взгляд, эти задачи очень хорошо, логично ложатся как раз в эти предметы два. И вот второе, то, что анализировали, да, второй предмет – русский язык и русский родной язык. Тоже видите, здесь картина красным цветом у нас обозначены как раз те совпадающие результаты, да, которые идентичны. Их достаточно много здесь. Черным цветом мы выделили те результаты, которые не совпадают, и в частности русский язык мы и к этому результату, по-моему, не нашли в предметной программе, по-моему, да, его не расписаны в русском языке. Требования, да, требования, мы сравнивали требования стандарта, которые были реализованы, в данном случае Александр говорит о том, что данное требование стандарта, понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и освоение основное средство человеческого общения, осознанное значение русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения, данное требование не нашло своего отражения в планируемых результатах по русскому языку, представленных в примерной основной образовательной программе. Но в данном случае я могу объяснить данную некоторую несостыковку тем, что, во-первых, этот результат является также лежит в большем блоке личностных, нежели предметных. И в качестве личностных результатов вы видите, он как раз представлен. В перечне личностных результатов он представлен, раскрывается. Вот. И второй фактор, который можно данную ситуацию объяснить, тем, что стандарт, новый федеральный государственный образовательный стандарт, который мы реализуем, разработан был несколько позже, вот эта вот версия, с которой мы работаем несколько позже, чем первая примерная основная образовательная программа по начальному общему образованию, вы помните, составитель Савинов, на основе которой была разработана примерная программа, вошедшая в государственную информационную систему Госреестра. Да, и вот второй результат, который также не нашел соответствие другой программе «Русский родной язык», это формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования. Когда мы анализировали материалы, то мы пришли к выводу, что это достаточно новый результат, который заявлен, новое понимание именно для начальной школы. И вот и еще, наверное, там некоторые внутри содержания результатов формирования базовых навыков выбора заявлено в русском родном языке, и в русском языке заявлено как выбор адекватных языковых средств для успешного решения. Вот. Ну и опять же говорим о том, что зеленым цветом у нас выделены те результаты, которые нашли углубление, да, в новом предмете. Здесь не только углубление, сколько расширение самого содержательного предметного и его видоизменения. И вот в русском языке заявлено как овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка, орфоэпических, лексических, грамматических правилах речевого этикета, а в русском родном языке заявлено как обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающейся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. Когда мы анализировали, опять же, планируемые результаты, то нашли вот как раз отклик этого результата, требования как раз в разделах орфоэпия и лексика, да, относительно русского родного языка. И содержательной линии развития речи. Ну и последний, вот голубым цветом обозначен результат воспитания ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа. Мы немного уже говорили о личностном результате, но вот здесь мы постарались как раз в планируемых результатах найти их, они обозначены. Вот такие результаты анализа, да, к таким результатам анализа мы пришли, то есть соотношение. И мы сделаем здесь вывод,
о том, что разница между содержанием, вот задают вопросы коллеги, в чем отличие русского языка, предмета русский язык от предмета русский родной язык. Вы видите, что разница, скажем так, несущественная, но она есть, и она есть, Наталья Станиславовна, как это правильно сформулировать, в ценностной роли или в ценностном содержании предмета. Я думаю, что это ценностное содержание предмета. Вот. И то, что ценностная ориентация здесь выводится на первый план. Вот. То есть это не механистическое дополнение основного курса, а именно курс, ориентированный на воспитание ценности, осознание ценности родного языка, компонента своей культуры, как присвоение вот этого компонента. Вот. То есть здесь я считаю, что личностные результаты, они выводятся на первый план. Вот. И хотя они у вас здесь очень интересно, значит, все внизу, вот, на самом деле я бы вообще их наверх поставила и крупным шрифтом бы выделила. Немножко было неудобно, и мы их спустили вниз. На самом Да, деле, вот да, да, вот вот это мы их заявили как основные первые. Да, вот на самом деле это очень и очень важно. И нужно также обратить решили, внимание учителей, что вот нужно смотреть на вот это личностное содержание, личностные результаты. Да, и вот в таком случае получается так, что вот то, что выделено у нас, да, и не вторится с русским языком обычным предметом, является, наверное, направлением, да. Главным отличием. Главным отличием, да, и, наверное, должно ложиться в основу разработки программ, да. Программы по предмету и, следовательно, отбора содержания. Мы понимаем, мы уже говорили не раз о том проблемном поле, которое сегодня существует у учителя, как именно разработать рабочую программу на основе какого учебно-методического комплекта. Ну вот действительно для уровня начального общего образования таким содержательным наполнением может стать сама программа по русскому языку, существующая УМК, но мы понимаем, что не повторяем это содержание, а отбираем из него то, которое соответствует требованиям стандарта. Еще раз повторяю, вот эта вот вторая колонка, вот эта вот вся колонка, это требования стандарта к освоению данных предметов, что по литературному чтению, что по русскому, что по родному языку. Вот попадание, четкое попадание содержания планируемых результатов в позицию первую, которая выделена синим цветом, в позицию вторую, которая выделена зеленым цветом, и в позицию третью, которая выделена черным цветом, вот это содержание должно найти обязательное отражение в рабочей программе учебного предмета. Оно действительно есть, представлено, ну вот, за исключением третьей позиции, третьего пункта, представлено в существующих и реализуемых вами учебно-методических комплектах, скажем так, углубить, расширить, усилить эту составляющую необходимо при разработке и при реализации программы в предметной области родной язык и родная литература. Говорим о литературном чтении на родном языке. Коллеги, если у вас остаются вопросы, может быть, что-то, скажем так, мы вскользь затронули, вам хотелось бы понять, уточнить, конкретизировать, вы задаете, как обычно, в поле чата после видеозаписи. Мы постараемся ответить на эти вопросы, которые существуют. И сейчас дальше мы переходим к выступлению Татьяны Петровны Матвеевой, которая представит особенности, специфику преподавания этой предметной области на уровне основного и среднего общего образования. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги, еще раз. Очень жалею, что не сделала подобные же 2 слайда. По-моему, они очень хороши, в том смысле, что они действительно дают возможность увидеть те акценты в рабочих программах, которые просто должны быть видны невооруженным глазом. И, честно говоря, я не интересовалась начальным общим образованием, и теперь вижу, что действительно, вот мы обсуждали, да, что именно научные знания, то есть лингвистика, которая по умолчанию присутствовала вроде бы в русском языке, в курсах любого уровня образования, она здесь отдельно выделена. Понимание вот этой научной
Мгм. Картина. Это для меня, честно говоря, тоже явилось открытием сейчас. И я сожалею о том, что я не сделала подробнейший такой анализ, как Ганна Александровна. Я думаю, мы повесим, когда мы будем размещать эту видеозапись вместе с нашими презентационными Я думаю, мы вернемся. разместим, вернемся и сделаем подробнейший анализ и по предметам, по требованиям предметов родной язык, родная литература на уровне основного и среднего общего образования. Я думаю, что мы еще раскроем содержание Каждый более более подробно. придется сделать. Жалко, что мы не обговорили, чтобы у нас вот какие-то линии в чем-то были схожи. Ничего страшного. Это Ничего страшного. первый шаг. Потому что мы говорили о том, что в нашем республиканском объединении это будет сквозной вопрос. Да. Сегодня это действительно самый проблемный вопрос, поэтому он должен быть. Так, я позволила себе написать, что рекомендации по содержанию. Так, ну, предварительная деятельность, значит, для образовательных организаций. Ну, во-первых, проводят анкетирование обучающихся и их родителей. Дальше обязательно фиксируют в документах школы результаты анкетирования, то есть некие протоколы, в которых будет тут заявлено, что вот сформированы на основе запросов обучающихся. Дальше. Я все-таки написала, что пишет рабочие программы в соответствии с отведенным на курсы учебным временем. То есть школа решила, сколько времени, и разработчик пишет в соответствии с отведенным временем. Дальше. Включает учебные курсы в учебный план школы, включает содержание и планируемые результаты в содержание основной образовательной программы, определяют формы сдачи промежуточной аттестации по этим предметам в положение промежуточной аттестации, как там дальше там называется. Ну и, конечно же, это отдельные предметы, и в электронном журнале это отдельные страницы, в которых должны стоять отметки, все как по всем остальным предметам. Да? То есть вот это такая предварительная деятельность. Итак, у нас примерно содержательные блоки представлены в программе, которая висит в федеральном реестре, в программе «Русский родной язык». 3 блока: язык и культура, культура речи, речевая деятельность и текст. Что обратим внимание в первом блоке язык и культура. То есть здесь, хотя и программа называется «Русский родной язык», но здесь важно видеть вот то, что подчеркнуто. Это выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира и овладение культурой и межнационального общения. Мы с вами живем, работаем, родились в республике Коми, которая язык, сказать, государственный все-таки язык второй, это коми-язык. Да, 2 государственных языка, и преподавая вот эту программу «Русский родной язык», нам здесь нужно быть весьма деликатными и осторожными. То есть выявлять общеспецифическое и как выстраивается диалог, вот этот межнациональный, это тоже должно стать темой уроков такой программы. Ну, культура речи – это, понятное дело, овладение нормами русского речевого этикета и вообще овладение культурой речи. Ну, а в 3-й блок направлен на совершенствование видов, всех видов 4 видов речевой деятельности. Что надо увидеть в примерной программе, то, что там написано для понимания разработчикам цели и задач курса. Ну, во-первых, обратим внимание, что цели курса носят дополнительный характер, что вызвано, значит, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. Вы прекрасно понимаете, что вот эти предметная область, она на всю Россию, а у нас Россия очень разная. И поэтому эти особенности функционирования русского языка, это тоже нужно учитывать. Далее, второе, что мы обратим внимание, что нам важно обратить внимание не столько на расширение сведений, имеющих отношение к внутреннему системному устройству языка, почему я удивилась. То есть если в начальной школе, вот сейчас, да, мы увидели, что лингвистика, научная картина мира, то в основной школе уже как раз не внутреннее системное устройство языка, а вопрос реализации этой языковой системы в речи. И вот здесь вот я сказала бы, вот некое, то ли это следующий шаг наоборот, то ли это некое противоречие небольшое. Почему я и удивился. Дальше.
что это курс, имеющий частный характер. Да, он опирается на содержание основного курса, но тем не менее он его не дублирует и носит преимущественно практикоориентированный характер. Вот эти вот особенности разработчик должен учитывать. Шаг первый. Значит, разработчик должен определить подходы в изучении учебного курса. Перед ним задача абсолютно новая. Он, конечно, опирается на свой опыт разработки каких-то других программ, но те уже давно программы существуют, но тем не менее ему придется делать определенный выбор в том, как он будет этот курс разрабатывать. И, конечно же, и объем учебного времени, и задачи достаточно обширные к требованиям, да, к планируемым результатам, они примерно обозначены. И вот иметь в виду и дополнительный, и практикоориентированный характер, и частный характер. Вот это три особенности. Вот я такую небольшую 3 поля нарисовала. Так, язык, история, культура – это такие знания характера вещи. Это то, что ребенок просто должен знать для своего развития. Да, дальше, нормы языка – это то, что употребление, да, в речи, произношение, написание, то, с чем мы имеем в виду дело и в основном курсе языка. И текст – вещь тоже знакомая, работа с текстами. Но тем не менее, значит, изучая язык, историю, культуру, мы изучаем, как формировались данные нормы. Значит, эти вещи взаимосвязаны. Дальше, эти нормы реализуются в устной речи и в текстах. Эти вещи взаимосвязаны. Дальше, все наши знания написаны в текстах. Тоже взаимосвязаны. А значит, нам нужно найти вот это общее поле, и вот там суметь все 3 блока, решать вот на этом маленьком, как называется, тезаурус, да? Вот на этом общем поле, и чтобы встретились все 3 блока, и вот это будет тот самый минимум, который позволит реализовать программу даже при ограниченном, возможно, учебном времени, который вас выдали в школу. То есть, чтобы вы не потеряли главное. Что еще учтем? Вот здесь я хотела бы попросить Наталью Станиславовну прокомментировать, что русский язык – это не только литературный вариант. И поэтому это означает, что мы говорим не о книжном, не о литературном русском языке. Вернее, не только о книжном, не только о его литературном варианте. Что у нас есть региональные варианты русского языка. И что региональное своеобразие речи будет зависеть от контактов с другими языками. Пожалуйста, Наталья Станиславовна. Я думаю, что при разработке курса «Русский язык как родной» действительно мы уже ориентируемся не только на литературный вариант, который реализуется главным образом в письменной речи, но мы обращаемся к проблеме речи живой, вот, в которой, во-первых, это своя система, у нее свои нормы, которым в школе внимания не уделяется, да, нужно сказать, и в вузе тоже. Вот. Это живая речевая стихия, в которой нужно уметь разбираться. Здесь есть особенности регионального характера, здесь есть особенности социального характера. И учитель не должен этого бояться. Вот. То есть, когда мы говорим о нормах, то это не только нормы грамматические, произносительные, это еще и нормы этические, это нормы коммуникативные. И вот оставаясь на позициях этой нормы, учитель должен уметь обращаться и с теми вариантами языка, которые лежат за ее пределами. Вот. Фактически, формируя отношение к ним, вот, указывая на допустимость, недопустимость, и в то же время учитывая еще и региональный аспект, то есть который объясняет и контактирование с другими языками многолетнее, который учитывает и тот пласт лингвистического наследия, который сложился в регионе. То есть вот этого избегать не нужно. Русский язык как родной, вы говорите с учениками, которые действительно являются не просто носителями русского языка, но и осмысляют его как свой родной и первый язык. Вот, поэтому вот это нужно учитывать. В какой форме это делать? В разных. Вот, я думаю, что сейчас мы не сможем дать конкретные рекомендации, вот, которые идут поурочные. Вот, но мы этим будем обязательно заниматься. Существуют работы. Вот, поэтому я просто призываю сейчас, чтобы учитель этого не боялся. То есть в данном курсе это нормально, это закономерно, это правильно, это должно быть.
Ну, то есть я хотела сказать, что учитель не сделал такой простой вывод, что этот курс направлен на изучение норм литературного языка. Да, причем именно вот не определенных видов ограничиваться. норм. Потому что норм на самом деле гораздо больше. Это более широкое понятие, чем то, что вкладывается обычно вот при школьном образовании. Да, чтобы это не было такое изучение норм, и еще не дай бог, как подготовку к единому государственному экзамену, и вот вообще такую прагматичную, даже сниженную область, не переводить эту программу в такой сниженный вариант. Но на самом деле мы, когда знакомились с содержанием примерной программы по русскому родному языку для 5-9 классов, мы обратили внимание и порадовались, честно говоря, при ее разработке. Какого плана? В нее вошли те темы, которые не отражены в программе русского языка, которую мы изучаем в предметной области русский язык и литература, но которые действительно есть в контрольно-измерительных материалах единого государственного экзамена. Вот. Это понятно, там нормы и там нормы. Там не только нормы, но и содержательная часть, и работа с лексическими единицами современного языка, подросткового языка. Вот эти вот темы, вот эти вопросы, они есть в едином государственном экзамене, но они не рассматриваются в программах по русскому языку. Они рассматриваются в программах старшей школы. Старшей Основной школы. программы нет, верно. Да. Но старшей школы, да, и поэтому... А поскольку в старшей школе не всегда хватает времени на освоение нового содержания, вот здесь вот эта программа действительно может спасти, скажем так, подготовку, но только в этой части, Я бы Вот, все-таки хотела обратить внимание именно на ценностный Да. характер и Однозначно. на личностные результаты. Все-таки не нужно эту программу Нет, сводить. нет, конечно. Она никого не спасает. Да. У нее другие функции. Так, шаг второй. Разработчик определяет форму представления результатов на протяжении изучения курса. Значит, мы исходим из того, что вам дали час в неделю, то есть 35 часов в год. И 35 часов в год, это на 4 четверти, это вообще учебный период очень короткий, учитывая, что там должны быть и тематические зачеты, да, что должна быть промежуточная аттестация, это очень немного времени. Поэтому все требования к планируемым результатам, они должны найти свое материализованное такое выражение в неких видах работ, которые должен ученик представить. Его, конечно, нужно этому обучить. Он должен будет представить это учителю для того, чтобы было понятно, что он освоил эти виды деятельности, а значит, он освоил эти промежуточные, вернее, эти планируемые результаты. Вот посмотрите слева планируемые результаты, как это значит, написано в программе. 3 компетенции: культурологическая, это понятно, языковая и коммуникативная. Здесь как раз-таки нет лингвистической явно выраженной компетенции, поскольку она, я так понимаю, уже была почему-то исключена. Но она реализуется. Она реализуется совершенствование, да, на совершенствование. И вот посмотрите, я все-таки выделила красным цветом на создание устных высказываний. Мы все коллеги, филологи, прекрасно понимаем, какие проблемы у нас сейчас в школе. Это уже было сказано и в концепции преподавания языка и литературы. Нынешняя вот, примерная наша апробация устного экзамена в 9 классе показала эти проблемы воочию, что наши дети не умеют говорить, не умеют пересказывать, не умеют отвечать на вопросы, не умеют задавать вопросы. И поэтому вот на эти 35 часов в год ставить большие задачи, то есть и устные, и письменные, мы посчитали, что это будет излишним. Письменных работ вполне достаточно в курсе основной программы по русскому языку. И поэтому мы вот письменных, видите, поставили в скобочки. Мы себе позволили выключить вот это письменное высказывание и акцентировать внимание в этой программе на совершенствовании именно видов устной речи. Мы предложили в среднем столбике виды деятельности на уроках, то есть чем можно заниматься на этих уроках. То есть когда вы будете выполнять вот эти вещи, вы тем самым будете достигать не только предметных, но и метапредметных результатов и личности в том числе. Итак, ну, во-первых, это чтение текстов различных стилей. Причем чтение именно детьми. То есть они должны уметь читать тексты различных стилей, различных типов речи, вот, значит, да, и жанров.
Дальше. Различные виды пересказов. То, что, к сожалению, вот и чтение, и пересказ, вы знаете, они еще где-то есть в начальной школе, в основной школе они исчезающая деятельность на уроках, потому что есть другие задачи, лингвистические задачи. Дальше. Особое внимание мы уделяем содержательному анализу текста и информационной переработке текста. Дальше таким видом деятельности, как интерпретация текстов, может быть не целиком, фрагментами этих текстов, комплексный анализ текстов, делая акцент на орфоэпическом, лексическом, словообразовательном, стилистическом анализе, и таких заданий, как подбор синонимов, синонимии в целом. Да? Дальше комментарии словарных статей, работа со словарями обязательно. Далее создание монологов и диалогов, конечно, с использованием этикетных форм и в различных речевых ситуациях. В качестве тематических зачетов и промежуточной аттестации, значит, мы какие даем советы? На промежуточную аттестацию выносить проекты исследовательские обязательно, информационные, поскольку для них очень много информации будет, абсолютно новой информации, поэтому здесь информационные проекты приветствуются. Но поскольку это речь идет об устной сдаче промежуточной аттестации, обычно на промежуточную аттестацию отводится час. Невозможно за 1 час принять промежуточную аттестацию в устной форме. Мы поэтому рекомендуем распределить проведение промежуточной аттестации в течение учебного года, то есть дети буквально с сентября получают задания проектные, и когда они их сдадут, тогда у них промежуточная аттестация будет зачтена. Но стоять она будет под числом майского какого-то дня или апрельского, когда по приказу объявлена эта промежуточная аттестация. Это для того, чтобы не напрягать детей и учителя. Тематические же зачеты проводятся точно так же, распределенно. Так, чтобы не весь урок все только читают, потом все только пересказывают. И поэтому, если ребенок, например, почитал, сказал, зачтите мне это, как за зачет по чтению, да, он в следующий раз прочтет лучше, он скажет, а теперь, пожалуйста, зачтите мне лучше этот результат. То есть, чтобы они просто знали на учебный период, какие виды деятельности они должны представить в зачетном характере. Да? И они будут знать, что в течение этого полугодия, или я даже рекомендую сделать именно периоды здесь полугодия, разрешается, когда 1-2 часа, делать не по четвертям учебные периоды, да, когда ставятся отметки, а полугодовые. Вот за эти 17 часов я должен сдать вот это. Я могу сдать когда угодно, я могу несколько раз пересдать. Да? То есть виды деятельности в журнале написано, что именно, за что именно, и всегда можно изменить отметку. И поэтому, что именно, потому что классы разные, дети разные, и поэтому здесь могут быть, конечно, очень много подготовительной работы, например, кажется, что там читать. Но дело в том, что читать тоже надо уметь, выразительно читать, да, орфоэпия здесь опять же. Поэтому вот это все так сразу не сдастся. То есть если он что-то там быстренько прочитал, это не то. Вы имеете в виду, что у вас есть критериальная база для приема всех этих зачетов. Например, первый год обучения, скажем, на первое полугодие, чтение текста, пересказ прочитанного текста. Причем это не обязательно художественный текст, это публицистика, это научно-учебный или научно-популярный стиль. То есть пересказ любого текста. Можно сделать чтение текста несколько раз. Чтение текста такого-то типа речи, такого-то стиля речи. То есть это не обязательно 1 раз прочтение за все полугодие. Информационная переработка текста. Конечно, мы обучаем назывному плану текста, да, и плану текста при помощи репродуктивных вопросов, честно говоря, уже не встречала у филологов. Да? Но здесь не просто план, но обоснование, почему вы выбрали именно эти слова, чтобы обозначить эти пункты плана. Дальше. Построение диалога. Здесь вообще приветствуется на этих уроках парная работа со своим соседом по парте. Диалог на определенную тему с использованием этикетных форм в различных речевых ситуациях. Речевые ситуации может очень разные. Да? И разговор с одноклассниками, разговор с директором школы, разговор с незнакомым человеком, разговор по телефону, разговор воочию в очной форме. И поэтому диалоги очень разные, и они должны уметь их выстраивать. И комментарии, слова на статьи. И, предположим, если за полгода у него будет стоять 5 отметок, то есть сданы эти все вещи, то на этом основании можно выставить полугодовую отметку.
На второе полугодие желательно, конечно, что-то продолжить. Например, чтение текста в первом полугодии был художественный текст, чтение во втором полугодии будет научный, значит, текст. И поэтому здесь можно в скобках писать именно какие тексты и какого типа и стиля будут сдаваться. Дальше пересказ там прочитанного текста, а здесь прослушанного текста. Это уже немножко другой вид деятельности. Дальше, вот здесь уже тезирование текста, а не назывной план и непродуктивные вопросы. Ну, остальные можно вещи оставить. То есть какие-то вещи продолжаются, потому что всегда нет предела совершенства, да? Вот. А есть какие-то вещи, в которых будет прирост происходить. Поэтому вот от принципа простого сложного. И за эти 5 лет увеличится объем текстов, дальше увеличивается количество типов речи и стиля речи, вариативность. И, в общем-то, не только, конечно, эти виды, это просто вот я предлагаю, можно, конечно, сделать больше. Но вы сами увидите, чтобы вот все дети сдали вот эти вещи, от вас потребуется немало усилий. Шаг 3. Разработчик подбирает дидактическое сопровождение курса. Дело в том, что формально, конечно, у нас есть УМК к основному курсу русского языка. Но там, как правило, значит, что-то, конечно, не всегда учитель успевает сделать, и что-то останется за кадром. Но, тем не менее, этого будет явно недостаточно, значит, потому что именно культурное своеобразие русского языка там обычно, ну, вот так скажем, пунктиром проходило по основному курсу. И поэтому здесь нужно найти, у нас есть великолепный, прекрасный просто сайт с отличным таким вот сопровождением по именно национальному своеобразию, значит, нашей культуры. Вот я тут написала «Великая культура.ру» и просто «Культура.ру». Да. И вот здесь и тексты, и видео, и значит, иллюстрации. Все можно найти. Эти тексты прямо использовать для работы, как я вот сейчас покажу. Да, кстати, я, конечно, люблю старые учебники советской эпохи. Кстати, они сейчас многие переиздаются. Вот. Это те, на которых мы в свое время когда-то и не только учились, но и работали в 80-х, 90-х годах. Они никуда не делись. Есть возможность скачивания этих учебников. Если не скачивание, то смотреть в режиме онлайн, перелистывать страницы, можно делать скриншоты, переносить на презентацию. И вот, пожалуйста, да, уже есть дидактический материал, на котором вы будете работать на уроке. К сожалению, вот сейчас пока ничего другого посоветовать не могу. Это именно вот учебники к основному курсу, учебники вот эти, скажем, и, конечно же, Google. То есть я имею в виду сайты. Вот, например, да, ресурсы, интернет-ресурсы. Вот, например, вы берете небольшой текст. Понятно, что текст от 5 до 9 класса размерами, объемом будет увеличиваться, да? Сложностью самого текста. Сложностью текста и вообще объемом прежде всего. То есть не надо большие задачи ставить всего лишь на 45 минут. При условии, сколько заданий они должны будут выполнить. И поэтому берете текст. Понятно, что задания – это мои примерные задания, и вы сами найдете таких заданий достаточно. Прочитать, выделить непонятные слова, определить значение словарей, прокомментировать словарную статью к одному слову, объяснить учителям подчеркнутые слова и выражения. Задать репродуктивные вопросы к тексту, ответить на репродуктивные вопросы, объяснить выражение, рассказать учителю, как надо играть в бирюльки, употребив следующие слова. То есть сразу же включать те слова, которые, значения которых они узнали, предположим, в словаре, да? Кто-то, может, знал, как для кого-то они стали новостью, и уже употребить их в речи. И выбрать и подготовить для сдачи зачета одно из предложенных заданий. То есть кто-то сразу скажет, что я вот это смогу. Но дело в том, что, например, задать репродуктивные вопросы к тексту, я вам прямо скажу, дети не умеют в 5 классе. И в 10 не умеют. Поэтому, прежде чем задать репродуктивные вопросы, надо их обучить задавать вопросы в принципе. Какое вопросительное слово, что должно быть, значит, в новом и в данном. Да? То есть, как строится вопрос и как строится ответ. Вот на это вы тоже сначала урок потратите, прежде чем они научатся правильно задавать и отвечать на простейшие, казалось бы, репродуктивные вопросы. И вот это и есть информационная переработка текста, это и есть метапредметный результат. И я вообще считаю, что вот у нас это прекрасная возможность как раз-таки очень много поработать на метапредметные результаты.
Вот, например, еще один текст. Здесь какие можно мини-исследования и мини-какие-то проекты уже начинать проводить с детьми на уроках. Или они сами даже могут сказать, что такой-то проект здесь может быть, еще что-нибудь. Но в любом случае основа работы будет текстоцентрическая. Я так думаю, что это наилучший способ. Если у вас другого ничего не будет, что детям дать, значит, текст должен быть на экране, он должен стать основой для работы на уроке. Парная работа. Групповая, конечно, тоже возможно, но парная работа, я думаю, что здесь будет пока уместнее. Это и тоже, когда они научатся вместе фронтально задавать репродуктивные вопросы, тогда уже можно задавать своему товарищу, слушать, оценивать их точность, полноту, ну и так далее. Кроме того, еще в наших учебно-методических комплексах по русскому языку, по литературе, по истории есть всегда маленькие статьи. То есть по химии, по биологии, да, по географии, общественному да, знанию, по всем предметам, по изобразительному искусству, музыке, даже по физкультуре. Хорошо, хорошо. Да. Вот их тоже можно использовать. То есть нельзя сказать, что учитель совершенно в этом смысле, у него ничего нет. Он может это брать. Можно приносить на уроки, но я думаю, что, наверное, нет. Все-таки делать скриншоты из учебников, которые не видят и так каждый день. Ну, возможно, что другие предметники не обратят внимания на эти маленькие статьи, а вот здесь, на этом курсе, их очень уместно использовать. Потому что наша задача работать с текстом. То есть как раз-таки то, что относится к смысловому чтению. В том числе вот данная работа, когда мы, например, перед уроком русского языка родного шел урок химии, используется учителем на уроке учебник. Преподаватель русского языка, зная расписание уроков своих обучаемых, берет за основу тот текст, который, например, сегодня проходит либо уже прошедший, либо в качестве пропедевтики следующий. Это очень хорошо выстраивает в этом плане межпредметные связи, работая с межпредметными понятиями. Но они должны входить в тему язык, история и культура. Вот, понимаете, чтобы она не выходила за пределы. Но мы понимаем, что не химический текст, не химические термины будет расшифровывать учитель русского языка, а будет смотреть на и отбирать эти тексты именно с этой позиции. Да. Так, на уровне среднего общего образования также проводится анкетирование обучающихся, детям предоставляется выбор не менее одного учебного предмета, и он может быть на базовом, области. Из предметной области. Не менее одного из предметной области. Написано русский родной язык или русская родная литература, но он может этот предмет выбрать на базовом или углубленном уровне. И если они заявят углубленный уровень, школа должна разработать программу на углубленном уровне. Ну и, соответственно, объем учебных часов выделить соответствующий. Точно так же включить это в учебный план, внести изменения в соответствующие разделы и назначить ответственных за разработку. Алгоритм будет точно так же. Разработчику придется самому определить подходы в изучении учебного курса. Вот когда я сказала об устном, значит, вы понимаете, что я ни в коем случае не пытаюсь вас ограничить. Я просто говорю о том, что у нас это вот есть дефициты именно в устной связанной речи учащихся. Поэтому в основной школе желательно вот эти дефициты уже как-то решить. А вот в старшей школе, конечно, возможно продолжение устного, значит, формата этих уроков, а возможно и любой вариант, переход как раз на письменную часть. Но это уже, повторяю, разработчик программы пусть определится сам. Также определяет форму представления результатов. Но я все-таки рекомендую, коллеги, сделать акцент на развитии устной речи, потому что в это же время на уроках русской литературы усиленно пишут сочинения. Пишут почему? Потому что у них декабрьское сочинение в 11 классе, в 10 классе точно так же очень много письменных работ. И все-таки, может быть, это будет немножко перегрузом для учащихся, если они будут выполнять эти письменные работы еще на одном предмете. Ну и, конечно, разработчик вынужден будет сам подобрать дидактическое сопровождение курса. Поэтому здесь мы советуем разработчику принять во внимание те проблемы, которые указаны в концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. Здесь указаны следующие проблемы.
что не в полной мере обеспечивается формирование коммуникативных компетенций. Именно коммуникативных, как раз устная связанная речь, одной из является проблемой. Понятно, что является проблемой и письменная речь. Но вам придется выбор делать, если у вас будет базовая программа, одночасовая, вы не сможете в 1 час решить все проблемы. Ну и, во-вторых, неоптимальное соотношение теоретических и прикладных элементов содержания. Как раз теоретических-то у них вполне достаточно, потому что они готовятся к единому государственному экзамену, и как раз повторение всего курса русского языка, начиная от фонетики, кончая текстом, они заново все поднимают, обобщают, повторяют, систематизируют, и, может быть, как раз вот это вот уже будет излишняя вот эта теоретизация, а переход на прикладной элемент содержания, именно прежде всего развитие устной речи, им поможет, например, при сдаче экзамена в ВУЗе. Кроме того, целесообразно использовать модульный принцип. И здесь, в принципе, можно пойти по аналогии с блоками примерной программы основной школы. То есть заявить те же 3 блока: культура речи, текст и язык и культура. И точно так же включить деятельность прикладного характера. Ну, повторяю, здесь я уже устных письменных, в скобочки всегда поставила это в зависимости от избирательности разработчика программы, но, тем не менее, все-таки думаю, что, наверное, письменно это будет слишком много. В блоке культуры речи можно, значит, в коммуникативную компетенцию включить требования, которые изложены в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, это владение видами речевой деятельности. В блоках тексты, это формирование навыков многоаспектного анализа текста. У нас это, во-первых, требуется в едином государственном экзамене, в части 2, когда требуется содержательный анализ текста. И здесь, конечно же, можно смотреть шире, не только, значит, готовить к ЕГЭ, но, тем не менее, как практика показывает, как раз такой многоаспектный анализ текста является затруднением для детей. Ну, а в блоке язык и культура я подобрала, вот, какие темы можно было бы включить. Это тема формирования словарного состава, тоже с позиции старшей школы, да, как он этот создавался, вот, лексический наш состав. Какие исторические изменения происходили, как влияло на язык христианство, исторические научно-духовные события в жизни народа, авторы, которые, значит, вкладывают в изучение истории русского языка. И, конечно, можно расширять и расширять, это в зависимости от того, базовый у вас уровень или углубленный уровень. Ну и, конечно, как раз вот изучение данных тем как раз и обеспечит сформированность представления о роли родного языка в жизни человека, общества и государства. Вот эти ценностные результаты и личностные результаты, они как раз и будут обеспечены вот этим курсом. По литературе мы тоже решили посоветовать, что нужно нацелить содержание курса на решение проблем, обозначенных в концепции. И в рамках основной школы, и в рамках среднего общего образования. У нас проблемы одни и те же. Литература не всегда соответствует возрасту обучающихся. Как ни странно, обнаружили мы это при подготовке к единому государственному экзамену по русскому языку в части 2. У нас очень много дается текстов, где рассматриваются подростковые проблемы, проблемы молодого поколения, юношества. И дети обнаруживают, скажем так, с удивлением, иногда даже с ужасом, что вся литература, которая была прочитана в рамках школьной программы, они не могут ее использовать как аргумент, потому что там герои не дети, не подростки и не юноши. И они не могут использовать, например, образы Базарова, Безухова, рассуждая о современных подростках, потому что речь идет о дяденьках, которые уже в значительном возрасте. И тогда они говорят, а почему мы не читаем литературу подростковую? Я говорю, ну вообще вы могли бы ее читать и сами, но этого не происходит. Ну и кроме того, обращаю ваше внимание, что в содержании учебного предмета литературы в концепции указано, что основное внимание уделяется знакомству с историко-культурной информацией произведения, об авторе литературном процессе, литературоведении. То есть это, конечно, хорошо, но этого как раз, может быть, уже и не надо в рамках нового учебного предмета «Русская родная литература», что может быть все-таки уделить внимание способности понимать художественный текст на основе его просто прочтения, обсуждения, восприятия первичного или более глубокого, но именно чтобы дети читали и обсуждали. Им будет интересно читать. Это как раз русская детская и юношеская литература.
Поэтому мы рекомендовали списки. Наша национальная библиотека города Сыктывкара, она рекомендовала тоже, значит, уже апробированную. Они проводят всевозможные чтения, конференции читательские. Они определили уже вот тот список произведений, которые уже точно знают, что будет интересен и можно рекомендовать. И они нам дали прекрасную презентацию, которую мы повесили на портале «Открытое образование», на страничке РМУ русского языка и литературы, и вы можете найти в итоге презентацию. Если вы испытываете, ну так скажем, сомнения в выборе, да, в выборе литературы, мы дали свои тоже рекомендации. Они могут показаться вам спорными, потому что множество этой литературы, вернее, большое количество этих авторов, оно абсолютно новое для нашего слуха. О них ничего не написано. То есть есть только сайты, где читатели говорят, что книжка хорошая. Но они не относятся к списку выдающихся произведений, пока еще туда не вошли, но вполне возможно, что войдут. Вот. И поэтому здесь как раз будет учитель с ребенком будет таким, с детьми, первооткрывателями этих авторов. И разве это плохо, если они первыми сформируют какое-то свое читательское мнение об этих произведениях? И возможно, что это как раз восполнит тот дефицит, который у них явно имеется. Дальше также обращаем внимание, что в примерной программе основной образовательной программы школы отсутствует содержание, как и в средней, да? Но тем не менее сказано, что учитель имеет возможность строить образовательный процесс разными способами. То есть он может выбрать УМК, исследовать тему, он может откорректировать программу, выбранную в УМК, он может опираться на госопримерную программу и может разработать свою собственную рабочую программу. Он имеет право опираться на одну линию учебника, может использовать несколько учебников или учебных пособий. К сожалению, не все учителя вот это понимают, что вот это теперь у нас нестандартизированная вещь. То есть главное, чтобы вы достигали планированных результатов. Вы подбираете под это содержание вы находите в тех УМК, которые вы выбираете, которые вам нравятся. И поэтому в этом смысле содержание учебного предмета «Родная литература», оно может из нескольких УМК брать то, что там есть. То есть вам вряд ли сейчас кто-то даст УМК под этот предмет. Это очень процесс долгий, длительный, да, чтобы создавать. И тем не менее, все равно вкусы будут разными. Цели и задачи тоже будут немножко разниться в каком-то смысле. Предпочтения будут у детей и учителей. И единого чего-то здесь будет невозможно. Да? На уровне среднего общего образования, конечно, многие считают, что нужно руководствоваться списком С из примерной программы. Но если вы внимательным образом посмотрите на этот список С, вы увидите, что он, опять же, не детский. И он не вызывает интереса у обучающихся. Исключение, вот я написала повесть Щербаковой, вам не снилось, все мы прекрасно помним, да, эту повесть. И роман Петросяна, это из новейших романов «Дом в котором». Остальное же, вот опять же, на выбор разработчика программы, на выбор учащихся, которые сами могут учителю порекомендовать, сказать, давайте мы прочитаем вот это, почему бы и нет. И вот опыт чтения, обсуждения такой литературы, он важен для воспитания, и как раз-таки именно совместный выбор таких произведений, возможно, сблизит наших детей и книги. Ну и я думаю, что нам не надо ничего выдумывать относительно планированных результатов предметных. И поэтому вот уровни читательской культуры, которые предложены в нашей примерно основной общеобразовательной программе для основного курса русской литературы, вполне подойдут и под этот курс. Здесь даны уровни, и уровневый подход у нас один из приоритетных подходов в федеральных государственных образовательных стандартах. Это не означает, что дети должны непременно дойти до 3-го уровня. Такого нет, прямо вот такой прямой взаимозависимости. Они могут обучаться, осваивать программу на 1-м уровне, с 1-го до последнего, так сказать, года обучения. Это будет их выбор. Их зоной ближайшего развития будет 2-й уровень. Несколько человек перейдут на 2-й уровень и будут стремиться к 3-му уровню, возможно. А может быть, весь класс так и будет обучаться только на 1-м уровне. Здесь очень простые вещи. Они укладываются в те виды речевой деятельности, которые мы с вами определяли. И поэтому вот здесь то, что служит предметом для обсуждения,
То есть определять, вызывать, находить, это можно все в устном формате, замечательно все это отрабатывать, вот эти вот вещи. Да. И поэтому, ну вот писать рецензию, сочинение, интерпретацию, повторяю, это третий уровень. Это не значит, что мы должны к этому стремиться. Это возможная вещь, возможный выбор обучающихся. Может быть, только какие-то вещи отсюда будут взяты. Ну, я предполагаю, что вот отбор видов данных планируемых результатов и видов деятельности для уроков зависит в том числе от, собственно, вида образовательной организации. Мы понимаем, что маленькая сельская школа – это один формат работы с учащимися, и никто не говорит, что их не нужно развивать, но это в том числе компетентность самого учителя, необходимость развивать, удовлетворять потребности учащихся и их родителей, городские гимназии, лицеи с более повышенным уровнем содержания образования, объемом часов, следовательно, разными формами урочной и неурочной деятельности учащихся. И понятно, что вот в зависимости от вида учебного заведения, в том числе будет зависеть, какой уровень, к какому уровню будет стремиться учитель организовывать и как будет разрабатывать рабочую программу. Но мы все-таки, конечно, так вот считаем, что устную все-таки речь надо развивать у учащихся. Это сегодняшняя проблема. Это сегодняшняя проблема, которую нужно решать, и ее надо решать. Ее надо решать, потому что, вот, коллеги, я вот говорила вам, что меня пригласили в качестве принимающего экзамена наших филологов в университете. Ну, председателя государственной экзаменационной комиссии. Да, но дело не в этом. И как раз-таки вот была в чем проблема у этих выпускников, которые завтра, возможно, придут работать в школу, в том, что они как раз-таки обладают определенными уже дефицитами, которые заявлены прежде всего в том, что они, например, не вполне обладают исследовательской компетенцией. Они не вполне умеют защищать свою работу, не умеют отвечать на вопросы, то есть именно вот защищать, обоснованно отстаивать. Ты можешь быть неправ, но ты отстаивай, ты разговаривай. И вот эти вещи, они ведь из школы выросли, скорее всего, многие, вот, да? То есть в школе, возможно, тоже была такая позиция, что ну, учитель всегда прав, да? Вот. И они, видимо, соглашались, и вот это как-то вот сохранилось у них. И поэтому вот эта вот самостоятельность, даже отсутствие какого-то критического мышления, ну, я не знаю, вот это и есть. Я думаю, что школа должна все-таки тоже вузу кое-что подготовить. Это прежде всего, да, компетентных читателей, да, и компетентно мыслящих людей с критическим мышлением. И вот эти вот программы «Русский язык» и «Русская родная литература», давайте мы их как раз вот эти часы вот нацелим на развитие, как раз на формирование, но уже и на развитие метапредметных результатов. Пусть мыслят логически, пусть читают, пусть объясняют, пусть интерпретируют, пусть определяют, пусть отвечают, пусть делают то все то, что от них потребуется во взрослом мире. Наталья Станиславовна, что скажете? Ну, я, наверное, буду дополнять. Единственное, что, как мне кажется, меня не видно. В этом, да, видно, да? То есть я, да, Как вы будете? как? Все, да, меня видно, потому что у меня было такое впечатление, что я все время какой-то этот голос там откуда-то сбоку. Да, голос из-за кадра, нет, мне видно, это хорошо. Дело в том, что Татьяна Петровна представила здесь позицию Республиканского методического объединения учителей русского языка и литературы. Я бы хотела сказать так, что мы оказываемся здесь с вами в вот такой очень интересной ситуации, потому что появилась предметная область родной язык и литература, и там появился русский язык. Вот. При этом методическое сопровождение, ну, я бы сказала, находится в зачаточном состоянии. И здесь нужно обязательно отметить, что совершенно своевременно Коми Республиканский институт развития образования, я в нем не работаю, вот, своевременно ставит эту проблему. Потому что если мы не будем на эту тему разговаривать, если мы не будем давать рекомендации хотя бы предварительных, нам будет очень сложно это реализовывать. Вот. При этом в республике накоплен серьезный потенциал,
И вот эта предметная область, в том числе и связанная с русским языком и литературой, она очень хорошо стыкуется с концепцией этнокультурного образования. Вот. Потом у нас есть программа развития чтения. То есть вот этот потенциал его обязательно С концепцией преподавания. Да, с концепцией преподавания, да, русского языка и литературы. Это уже федеральный уровень. И вот этот весь потенциал здесь нужно собрать. Да, воедино. И учитель здесь находится в такой ситуации, когда перед ним стоит очень важная проблема, проблема отбора, содержания данных дисциплин вот, на разных уровнях образования, вот, соответственно, имея разных учащихся в разных типах школ, и он должен сделать это в значительной степени самостоятельно. Значит, сразу же нужно сказать, что это методическое сопровождение, оно, конечно, появится, потому что из разных федеральных источников идет информация о том, что будет обсуждаться данная предметная область, вот, связанная особенно с русским языком и литературой. Будет разрабатываться определенные методические рекомендации, но пока то, что мы имеем примерную рабочую программу, которая не может быть единой для всей нашей огромной, многонациональной и очень разнообразной страны. Вот. Поэтому то, что мы сейчас в республике это поднимаем, это на самом деле очень и очень важно. И хорошо, что институт это делает, и хорошо, что он задействует республиканское методическое объединение и другие методические структуры, тот же самый наш учебно-методический центр. Вот. Но все эти рекомендации, они пока носят предварительный характер, примерный характер и допускают множественность подходов, в которых учителю нужно обязательно сориентироваться. Но что бы я хотела обратить внимание здесь особо? На то, что курс русского языка как родного и литературы как родной, русской литературы как родной ни в коем случае механистически не может дополнять курсы основные. Мы подчеркиваем, это позиция нашего республиканского методического объединения, что ориентируясь на примерную рабочую программу, хорошо хоть что она у нас есть, вот, мы тем не менее подчеркиваем его дополнительный и частный характер. Вот. Мы хотим подчеркнуть еще такой момент, что курс русского языка как родного и курс русской литературы как родной при формировании содержания, при разработке рабочих программ учитель должен исключить все условия, учитель-предметник. Мы сейчас не говорим о самой процедуре выбора данных дисциплин, потому что это зона ответственности администрации, мы в нее не вмешиваемся. Но при формировании содержания учитель-предметник должен исключить все условия, которые препятствуют выбору коми-языка как родного и коми-литературы как родной. Это не наша позиция, мы живем в республике Коми, и мы понимаем, что у нас два государственных языка. Вот, то есть это обязательно нужно понимать, что это особые курсы, и их содержание особое. Мы предложили свой подход. Я думаю, что он находит отклик у педагогического сообщества в целом. Вот. Но учитель, формируя рабочие программы, должен здесь руководствоваться прежде всего профессиональным долгом, профессиональной ответственностью. Потому что тот же самый отбор произведений, отбор текстов, они должны обязательно соответствовать тем требованиям, примерным результатам обучения, которые заложены в федеральных государственных образовательных стандартах. Вот. Я бы хотела обратить внимание еще на то, что у нас есть свой очень интересный и важный региональный компонент и литературный, и лингвистический, и культурный, который позволяет формировать содержание текстов этнокультурной направленности. У нас есть прекрасная фольклорная традиция, книжная традиция. У нас есть уникальные диалекты. Вот. У нас есть русская старожильческая культура. Вот. Содержание ее тоже можно включать. У нас есть хорошая региональная литература. У нас есть писатели, которые одинаково хорошо
пишут на русском и на коми-языках. Вот. Их обязательно нужно учитывать, нужно включать эти произведения. Поэтому еще раз хочу сказать, вы здесь находитесь в ситуации первооткрывателей. Сложность. Да, это сложно, это ответственно, но мы с этим справимся обязательно вместе. Республиканское методическое объединение учителей русского языка и литературы приняло решение о том, что вопросы о курсах русского языка как родного и литературы как родной будут сквозными вопросами в нашей последующей работе. Мы будем размещать материалы, мы будем отвечать на ваши вопросы. Мы ждем от вас тоже помощи и поддержки, потому что проблему эту мы можем решить только вместе. Вот. И вот эта проблема выбора содержания, которая важна для учителя, я думаю, что нужно с этим обязательно справиться, потому что, отбирая те же самые произведения для курса русской литературы как родной, мы должны думать, во-первых, о том, о чем уже Татьяна Петровна говорила, о том, что они должны соответствовать возрасту ученика. Вот. Они не должны пропагандировать каких-то нездоровых здесь ценностей, ненужных нам. Вот. Они не должны создавать психотравмирующего какого-то воздействия на ребенка. Да, они не должны обязательно воспитывать в ребенке культуру межнационального общения. И вот тот факт, еще раз я хочу сказать, что у нас появился русский язык как родной, это на самом деле очень и очень важно для нашей страны. Все, Наталья, спасибо. Спасибо, Наталья Станиславовна. В продолжении, может быть, уже в завершении, мы хотели бы ответить на те вопросы, которые поступили при подготовке к данному семинару, и уточнить еще раз позиции, если они не прозвучали или прозвучали вскользь в выступлениях моих коллег. Ну, первый вопрос. Каким образом внести предметы русский родной язык, литературное чтение, русскую родную литературу в обязательную часть учебного плана, если это нарушает соотношение 70-30, в данном случае соотношение представлено к уровню основного общего образования. Хочу напомнить, коллеги, соотношение 80-20 на уровне начального общего образования, 70-30 на уровне основного общего образования, 60-40 на уровне среднего общего образования. Большая часть – это обязательная часть освоения, а меньшая часть, формируемая участниками образовательных отношений, относится к общему объему основной образовательной программы. Мы по старинке, видя процентное соотношение, относим его только к учебному плану. Огромнейшая, серьезнейшая ошибка, которую сегодня допускают общеобразовательные школы. К счастью, не только, к большому сожалению, вернее, не только нашей республики, но и других субъектов Российской Федерации. Еще раз повторяем, соотношение касается общего объема основной образовательной программы, которая реализуется в урочных формах, представленных в учебном плане, и в неурочных формах, представленных в плане внеурочной деятельности. Мы понимаем, что сегодня в заявительном характере родители, согласно закону об образовании, выбирают курсы, учебные курсы, в том числе этнокультурной направленности, факультативные, элективные курсы в части формируемой части образовательных отношений учебного плана. Кроме этого, родители выбирают формы внеурочной деятельности, в которые дети включаются при получении общего образования в общеобразовательной организации. Вот, следовательно, весь план практически внеурочной деятельности и составляет по соотношению, если вы увидите общие цифры в стандарте на учебную деятельность и внеурочную деятельность, и составляет практически большую часть этих 20, 30 и 40%. В учебном плане, в примерных учебных планах, которые размещены в примерных основных образовательных программах, это соотношение уже не соблюдается. Оно и не соблюдалось практически и в примерных, в базисном учебном плане 2004 года. Вспомните, там соотношение заявленное было не менее 75% обязательная часть, не менее 10% школьный компонент и не менее 10% национальный, региональный или региональный компонент.
Если сделаете, вспомните расчет часов базисного учебного плана, это соотношение уже не реализовывалось. Намного меньше это было, и мы помним практику, когда мы вынуждены были для отражения вот этих вот не менее 10% национально-регионального компонента делать расчет тех часов того учебного времени, которое выделено в других учебных предметах, биологии, географии, в литературе, истории, в обществознании, в технологии, в музыке, в изобразительном искусстве, выделено на освоение дидактических единиц этнокультурной регионального содержания образования. Вот забываем в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов про эти соотношения и про это отношение, вернее, про то, что это соотношение касается учебного плана. Давайте внимательно читать новые государственные образовательные стандарты, давайте внимательно разрабатывать основную образовательную программу. Ни в коей мере эти предметы обязательны, еще раз повторяю, обязательные предметы, обязательной предметной области, оба, и родной язык, и родная литература, представленные на уровне начального и основного общего образования, должны реализовываться, не нарушают это соотношение, поскольку входят в 70% обязательной части основной образовательной программы. Вот. Да? Я надеюсь, что я ответила и дала разъяснение по этому вопросу. Следующий вопрос. Можно ли эту образовательную область реализовывать в ознакомительном плане за счет минимального количества часов, например, по 0,5 часа в неделю, недельного часа, ну, в данном случае, скорее всего, имеется в виду не полурока, а 17 часов на учебный год, и при реализации, например, только в первом полугодии, либо только во втором полугодии, в связи с тем, что основное содержание предметов реализуется за счет русского языка и литературы, представленных предметов в области русский язык и литература. Напомню то, о чем я уже говорила в своем выступлении. Напомню, что школа самостоятельно разрабатывает основную образовательную программу и самостоятельно определяет объем реализации этой программы, то есть самостоятельно разрабатывает учебный план. Конечно, школа может и вправе сегодня определить и такой, скажем так, минимальный объем учебной нагрузки на эти предметы, но здесь есть определенные риски. Во-первых, характер ознакомительный недопустим реализации обязательных учебных предметов. Во-вторых, предметы войдут как обязательные в аттестат, следовательно, должны реализовываться не менее 64 часов. Мы говорим о сегодняшнем существующем правовом поле. Если в следующем году эти позиции будут как-то изменены, либо в порядке оформления и заполнения аттестатов по окончании основного и среднего общего образования, значит, мы будем жить в другом правовом порядке, да, и как-то на это реагировать. Но на сегодняшний день не менее 64 часов за 2 года освоения. Следовательно, мы понимаем, что если по 0,5 часа мы выделим на 5 лет обучения с 5 по 9 класс, то, в принципе, этот объем часов, да, действительно будет реализован. Но будут ли достигнуты те планируемые результаты в соответствии с требованиями, которые предъявлены сегодня в федеральных государственных образовательных стандартах? Поставить отметки, если дальше. Это просто ознакомительный. Да. Дальше. Второй вопрос, который связан с этим вопросом, это вопрос оценочной политики, которую проводит школа. Вопрос системы и нормы оценивания, вопросы оценивания, которые вы формулируете, здесь также имеют место быть. Конечно, мы можем за курс, точно так же, как в рамках, например, некого элективного курса, в рамках предпрофильной подготовки мы выставляем отметку за освоение содержания программы, можем выставлять эту политику, определяет локальные нормативные акты самой образовательной организации. Вот. Можно и за 17 часов выйти на некий формат итоговой отметки либо промежуточной аттестации. Но я еще раз повторяю, что это невероятно сложно. Но самое главное, что такой подход, вот, он может быть применен, но мы против. Вот.
Как еще сказать? Баба Яга против. Ну, в данном случае вот 4 бабы Яги. Да. Я думаю, коллеги нас поддержат и других территорий, других методических служб управления образования. Да, действительно, мы против такой минимизации роли учебных предметов, а мы уже говорили и об их ценностном потенциале, о их воспитательной роли, о содержании, которое сегодня должно быть реализовано для решения большинства проблем, которые невозможно решить в рамках других предметов и других условий реализации программ. Ну и к тому же я, честно говоря, удивляюсь. Это получается, что часов вообще нет, то есть это 0,5, это вынужденная мера. Возможно, это вынужденная мера, поскольку многие территории звонят и спрашивают эти вопросы. Мы разговаривали с Татьяной Николаевной Политовой, поступают в город Сыктывкар по итогам выпуска их методических рекомендаций. И вынужденная мера, поскольку учебные планы уже разработаны. Мы понимаем, что учебный план разработан, утвержден вместе с основной образовательной программой. Сегодня по государственным образовательным стандартам учатся 1 и 7 классы. То есть на следующий год у нас классы 8 класс, а в пилотном режиме уже 8-9 будут заканчивать школу и, следовательно, в их аттестат эта предметная область должна быть представлена, эти предметы должны войти с итоговой отметкой, с достойной итоговой отметкой. Вот здесь вопрос разработки, в том числе связанные с интегрированными курсами, можно ли разработать интегрированную программу по русскому языку и по русскому родному языку и родной литературе в рамках одной программы и вот уже не обсуждая ее объем, 1 час на эту программу в неделю, 2 часа в неделю в течение 1 года, всего года, или это будет невероятно сложно. Соединить, да? Во-первых, это соединить, во-вторых, если, допустим, какая-то ситуация совершенно безвыходная, как и временный режим реализации, это может быть допустимо, но смысл в этом? Смысл в том, чтобы учащиеся 8-9 класса также были включены в освоение этих предметов, в реализацию требований стандарта. То есть это чисто формализованный подход, не нарушать требования стандарта исключительно как временный, который недопустим при полном цикле. При штатном режиме освоения программы. И я думаю, что на периоде внедрения стандартов вполне возможны такие переходные варианты. Такой переходный вариант возможен. Здесь меня смущает только одно. В этой интегрированной программе нужно отразить планируемые результаты, которые относятся и к предмету русский родной язык, и к предмету русская родная литература. Здесь очень хорошее скрестить. Очень удобно, скажем так, здесь действительно интегрировать, потому что мы осваиваем, и такие попытки на уровне Российской Федерации были, предпринимались разработки таких интегрированных программ, именно освоение русского языка на предмете, на текстах литературных. Но в данном случае вот и современных литературных произведений, и классической литературы. Это возможно. Здесь действительно учитель скажем так, не изобретает велосипед, не ищет, скажем так, тексты дополнительные, какие-то другие тексты с этнокультурным, региональным содержанием, а берет в качестве таких текстов именно эти произведения. Но, во-первых, в данном случае мы понимаем вот и ограниченность, да, мы работаем только с литературным языком, только с литературным текстом, с художественным текстом. Вот, следовательно, не всегда может получиться и возможность реализовывать все виды деятельности, которые необходимы для развития, в том числе устной речи, в том числе современного лексического многообразия, фонетического многообразия современного русского языка. Вот вопрос, как определять тематику уроков КТП. Коллеги, я так думаю, что вот здесь лучше всего, если вы будете ее формулировать деятельностным образом. Ну, к примеру, вы берете, как мы уже говорили, вы берете текст, да, за основу, текстоцентрический подход. У вас текст связан с определенным содержанием. Предположим, история русского хоровода. Да? Пожалуйста, пусть это будет первая ваша дидактическая единица, история русского хоровода. А вторая пусть будет, например, обучение постановки репродуктивного вопроса. То есть понятно, что вы делаете в течение урока и за что ребенок получил, предположим, отметку, ну, если у вас положено выставлять отметки за подобный вид деятельности. То есть, опять же, зависит от вашей оценочной системы. Таким образом, ни у ребенка, ни у родителя не будет вопросов, чем занимался ребенок на уроке. Он осваивал содержательную историю русского хоровода, и он обучался задавать вопросы правильно. Ну, мне кажется, что лучше всего вот эти вот результаты
виды деятельности, может быть, даже прямо вводить тему урока. Ну, тогда вопрос не ставит, что мы делаем на этом уроке. Ну, на самом деле такой подход существует. Календарно-тематическое планирование составляется по большинству предметов, практикоориентированных, коими являются оба предмета, особенно русский родной язык. Мы об этом говорили в самом начале нашего вебинара. Составляется с точки зрения не столько знаниевой составляющей, сколько именно деятельностной, мы живем в условиях, опять же, напоминаю, введения федеральных государственных реализации новых государственных обязательных стандартов. И еще один вопрос, насколько целесообразно составлять отдельные программы по указанным предметам, я думаю, мы на него уже ответили. Можно ли за счет увеличения часов на изучение русского языка и литературы расширить содержание рабочих программ по русскому языку и литературе? Такая позиция предлагается, скажем так, говорили об этом в письме Минобрнауки Российской Федерации от 6 декабря 2017 года под учебными планами, которые являются приложением к этим методическим рекомендациям, представленным в данном письме. Есть примечание, которое позволяет в случае, если учащиеся являются носителями русского языка, часы, выделенные на предметную область родной язык, родная литература, добавить на освоение предметной области русский язык и литература. Поскольку вот здесь подход, он, опять же, представленный в письме органа исполнительной власти федерального уровня, он, следовательно, может быть реализован по аналогии с предметной областью, которую мы сегодня также реализуем, основы духовно-нравственной культуры народов России, которая на сегодняшний день в нынешнем правовом поле не имеет отдельного учебного предмета, но обеспечивается, слава богу, что обеспечивается, разрабатываются отдельные учебники, учебно-методические комплекты для ее реализации на уровне основного общего образования в продолжении того содержания, которое реализуется в начальных классах в учебном курсе «Основы религиозных культур и светской этики». Вот. То есть по такой же аналогии, следовательно, можем, да, и мы посмотрели опыт, действительно, опыт многих регионов, школ других регионов Российской Федерации, они идут по пути, скажем так, наименьшего сопротивления, но мы понимаем очередной риск, который возникает при таком подходе. Практика реализации еще с базисного учебного плана. Мы добавляли часы из школьного компонента, из национально-регионального компонента, добавляли часы, поскольку это было разрешено пояснительной запиской базисного учебного плана 2004 года, на освоение предметов обязательной части на математику, в основном и на русский язык. Добавляя 1 или 2 часа на основной предмет, мы понимаем, что, как правило, учителя, и практика проверок это показывает, подтверждает, как правило, учителя вместе с этим часом не добавляют отдельного другого содержания, а этот час реализуется для даже не углубления, расширения, освоения какой-то темы, да, просто на растаскивание содержания, на более серьезную, скажем так, дополнительную, даже не серьезную, а дополнительную подготовку по тем или иным темам. Причем не всегда оправданным, не всегда сложным для освоения детей. Как правило, отрабатываются, да, в условиях новых государственных стандартов, отрабатываются еще и темы, связанные с государственной итоговой аттестацией, с ОГЭ, с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. То есть с этими видами деятельности. То есть что контролирует, что проверяет, то мы и делаем. Вот такой подход в условиях, еще раз повторяем, того ценностного содержания, которое хотелось бы, чтобы реализовывал, который является носителем которого являются эти предметы. Тот воспитательный потенциал, который можно реализовать, не прибегая к отдельным организационным механизмам, к отдельным формам внеурочной воспитательной работы за счет предметного содержания. Не хотелось бы, чтобы это было потеряно теми ошибками и теми недочетами, которые существуют сегодня в практике школ. Может быть, как раз когда будет 5 часов, вот тогда неуместно. Вот если уже немного часов, действительно, чтобы не разрабатывать и, скажем так, не нивелировать вообще вот это все, о чем мы говорили сегодня, да, выделять 0,5 часа, вот если у вас остается такое время, вот добавьте этот несчастный 1 час, 0,5 часов добавлять не очень удобно для учебного плана, который имеет все-таки четное количество часов, да, не дробится.
добавить 1 час либо на русскую литературу, либо на русский язык, но вместе с этим часом, еще раз напоминаю, вы добавляете то содержание, которое четко укладывается в требования государственного образовательного стандарта к освоению данного предмета. И планируем результаты, и содержание, и об этом вы отдельно выделяете либо в небольшой пояснительной записке, которую к учебному плану, в пояснительной записке к учебному плану, и в пояснительной записке к рабочей программе этого учебного предмета. Вы обозначаете в тематическом плане, в содержании этот блок, или этот модуль, или эти темы уроков, которые четко выходят на реализацию данного предмета. Отметки не будет, получается, отдельно в этом случае. Отдельной отметки по данному предмету, точно так же, опять же, мы говорим о том, что ни отдельной отметки не будет по данному предмету, и в аттестат выпускника этот предмет в этом случае действительно тогда не войдет. Но точно так же, как не войдет в аттестат и предметная область основ духовной нравственной культуры народов России, поскольку не обеспечена учебным предметом. Вот, если она не реализуется как отдельный учебный курс по решению участников образовательных отношений самой школы. И вообще я так думаю, что нужно разделять учебный предмет, учебный курс. Эти вещи разделены, собственно, самими государственными образовательными стандартами. Требования стандартов предъявляются к учебным предметам. Мы говорим об учебных предметах, мы не говорим об их объеме и так далее. Мы говорим именно об учебных предметах. Все, что лежит в части, формируемые участниками образовательных отношений, относится, как правило, именно к учебным курсам. Вот я говорила, когда представляла программу, я еще раз позволю вернуться к своей презентации, представляла предметную область, курсы и предметы на культурной направленности. Обратите внимание, здесь на слайде представлены предметы. Предметы: коми-язык, литературное чтение, коми-язык как родной, не родной, коми-литература, русская литература и русский родной язык – это учебные предметы, не учебные курсы, потому что требования к ним заявлены в требованиях стандарта. Все, что касается других разработок, они относятся к учебным курсам. Это коми-язык как не родной, как государственный, это учебный курс, край, в котором я живу, это учебный курс, и так далее по списку. И те курсы, те программы, которые, собственно, будет школа разрабатывать для удовлетворения познавательных, этнокультурных потребностей учащихся, и вносить их в часть формируемых участниками образовательных отношений. Биология плюс, химия плюс, математические задачи, физические задачи. Вот такие небольшие курсы, даже большие, если они разработаны на 1-2 года освоения, они тоже относятся к учебным курсам. Промежуточная аттестация, к ним точно так же относится. К ним относятся все те же требования. Любой предмет, любой курс, входящий в состав учебного плана, имеет те же самые основания, те же самые требования, которые предъявляются к учебным предметам обязательной части. Промежуточная аттестация, обеспеченность учебниками, учебными пособиями. Читаем очень внимательно статью 18 Закона об образовании. Соответственно, и контрольные, все как положено. Контроль. Нет, просто спрашивали, возможно ли просто поставить зачет? Я говорю, какой зачет? Что такое зачет? У нас что, есть где-то такая отметка, как зачет? Такая отметка, опять же, такая, скажем так, не отметка, а оценка, она может существовать по локальному акту, но в формах... В буквальном выражении должна как-то... Она в буквальном выражении должна выражаться, во-первых, в электронный журнал, при заполнении электронного журнала, во-вторых, при выставлении в аттестат. У нас в аттестат точно даже не ставится ни зачтено, ни неудовлетворительно, другие какие-то формы, кроме отметочной. Любые безотметочные формы оценочные должны быть приведены к итоговой оценке, должны быть приведены к итоговой отметке, выраженной в бальной форме. И в положении об этом должно быть сказано, если у вас какие-то там... Ну, пока вот правовое поле, опять же, внимательно читаем закон об образовании, в данном случае уже статьи о реализации основной образовательной программы, статьи о проведении промежуточной итоговой аттестации. Пока мы работаем в существующем правовом поле, давайте внимательно основополагающие документы изучать и именно ими руководствоваться. Есть вопросы у наших гостей? Я хотела бы сказать, в первую очередь, выразить большую благодарность, потому что на многие вопросы, которые сегодня здесь были озвучены, мы получили ответы, в особенности вот минимальное количество часов, которое выделяется по 0,5 на реализацию вот этой предметной области этих предметов. Да. К сожалению, меня немножко расстраивает, я согласна с вами, что вы против вот 0,5 часа и о том, что это можно
можно, но не хотелось бы интегрировать в программу русского языка и родной литературы, потому что действительно большей частью это будет расширение на подготовку ЕГЭ и ОГЭ. Я думаю, что большинство учителей так и сделают и воспользуются этой лазейкой. На самом деле, если это будет отдельным курсом, то это будет намного позитивнее. И второй момент, который мне тоже очень понравился, это вопрос о котором я давно спорю с коллегами, о несоответствии литературы нашей, интересам, возрастным особенностям ребят. Потому что они должны прожить, получить определенный жизненный опыт, чтобы осознать то, что те чувства, эмоции, которые переживает герои книги. И поэтому действительно они попадают в такой некий ступор на экзамене, когда не могут подобрать литературное произведение. И вот это тоже очень замечательный момент. Спасибо вам большое. Мне кажется, что вот это добавление, что по 5 часов как вынужденное, вот оно возможно только в таком временном движении. Вот. Нам об этом, да, нужно. И в этом случае, да, и в этом случае действительно можно воспользоваться, пока оно существует, вот существующим письмом Минобра науки Российской Федерации 6 декабря, и прибавить эти 0,5 часа или этот объем учебного времени добавить на освоение основного предмета. Мне кажется, что оно и было написано для того, чтобы было легче пройти этот переходный период. Да, скорее всего, да. Вот, поэтому я думаю, что будут еще корректировки, тем более министерству надо дать время, оно сейчас разделится качественно. Вот, но к этому будут возвращаться, это вот абсолютно точно. Поэтому вот нужно сказать, что если у кого нет другого выхода, кроме как 0,5 часа, конечно, можете это сделать, но учтите, что это до поры до времени, это будет очень долго. Ну, пока мы обратили внимание, да, что примерная программа по русскому родному языку представляет несколько другой объем часов времени, 7 часов в неделю с 5 по 9 класс, по 2 часа в 5-6 классе, по 1 часу. Вот здесь, ориентируясь на такой объем и такое содержание, да, которое предлагается для 5-9 класса, мы можем, опять же, школа вправе, вот здесь что хотелось сказать, что школа вправе ввести эти предметы обязательные в том классе или в тех классах, в том объеме, в котором пожелает, в котором видит целесообразность, в котором есть возможность самого учебного плана, который разработан в образовательной организации в 5, 6, 7, в 6, 7, 8, только в 8, 9. Вот, соответственно, отобрав тот материал, в данном случае языковой либо литературоведческий, который будет осваиваться в рамках данной программы. Точно так же это касается всех остальных предметов. Еще раз говорю, мы живем пока в существующем правовом поле, и учебный план, и образовательную программу, которая определяет содержание образования, школы разрабатывает самостоятельно. Но эта самостоятельность, еще раз напоминаю, ограничивается требованиями стандарта и ограничивается примерными программами, примерными основными образовательными программами, инвариантную часть содержания которой мы обязаны реализовать. Давайте еще вот проясним тот вопрос, который мы с вами вчера обсуждали. Да? Предположим, да, вот пока никто не был очень озабочен в этой предметной области, ее реализации. Ну, так сложилась, да, ситуация. И вот сейчас, предположим, наши разработчики школы, они разработают вот эту программу по русской родной литературе, по русскому родному языку 5-летнюю. Так? Но поскольку вводится во всех параллельно, как минимум там, где федеральный государственный стандарт действует, значит уже 5, 6, 7 и даже 8, то эта же программа, да, она пойдет для 5-классников только. Для 6-классников будет необходимость разработать отдельную программу 3-летнюю или 4-летнюю. Или 3-летнюю. Потом для 7 классов 3-летнюю. Да? Таким образом, те, кто в этом году начинают работать, они будут вынуждены разработать сразу целый блок программ. Да? И при этом они столкнутся с тем, что вот 5-летняя, тут понятно, да, вот у меня есть содержание, вот планируем результаты на 5 лет. А вот когда только для 8-9, они вынуждены просто будут избирательно относиться и к содержанию единицы. Да. Мы понимаем, что вместить в 1 год освоение 5-летней программы, это не просто, скажем так, даже при очень большом объеме часов, тогда, простите, 10 часов нужно выделить, да?
да? Но это просто утопия, это невозможно, и это самое главное, это не нужно. В данном случае школы имеют право, это очень формальный подход, он не нужен, и он не вызовет, кроме негатива ничего, мне кажется, не вызовет ни у самих учителей, вынужденных проводить все лето практически за разработкой этих программ, ни у самих учащихся с таким объемом, работая с таким действительно содержанием, да, объемом часов. Здесь мне кажется целесообразным принять подход какой? Вот для нынешних 4 классов разработать программу на 5 лет, то есть с 5 класса, чтобы они вступили в этот штатный режим реализации этой предметной области, пока, опять же, мы говорим, мы работаем в существующих в нынешнем формате правового поля. Будет что-то изменено к сентябрю месяцу Государственной Думы, поживем, увидим, если будут какие-то изменения, опять же, мы вернемся еще раз к этому разговору. Вот. А для остальных классов, которые сегодня уже реализуют, то есть для 6, 7 и 8, следовательно, класса, есть смысл разработать 2-летнюю программу только для 8-9 класса. Таким образом мы минимизируем, скажем так, и участь самих учителей, возможность у школы, потому что мы понимаем, что это дополнительная нагрузка, это вопрос кадров, решения кадровой политики, то есть это либо поиск дополнительных кадров, либо увеличение нагрузки у существующих учителей, и это тоже может оказаться болезненным. Вот этот подход разработки 2 программ на 2 года и на 5 лет позволит, скажем так, учителю и плотнее освоить, серьезнее подойти к этой разработке и освоить это содержание, начиная сначала с 5 классами и в старших классах уже более подготовленных детей, скажем так, в той же самой устной части подготовки к экзаменам, уже освоивших определенные лингвистические и литературные произведения в основном предмете, подойти к отбору не большого количества произведений, а, скажем так, того, которое действительно интересно. Пусть это будет немного произведений, но они будут прочитаны, они будут обсуждены, они будут иметь, эти уроки, эта программа будет иметь серьезный эффект. То есть я уточняю, коллеги, то есть нельзя сейчас просто написать программу 5-летнюю для 5 класса и с осени, то есть со следующего учебного года, начать ее реализовывать. У вас в 6 классе, то есть оставим без этого курса, без этого предмета, 6, 7, 8. Мы можем оставить 6, 7 без этого курса, они подойдут. В 8 классе можем оставить эти предметы, потому что они будут реализовывать, осваивать эту программу в 8, 9. Вот я об этом говорила. Так. Можем оставить. Предметная область, еще раз говорю, предметная область вводится, она обязательно для освоения не в конкретном классе, а на уровне образования. Так. Дети пока не выпустили с уровня образования, у них есть возможность его освоить, вот, например, в 8-9 классе. А эту программу мы обязаны для 8-9 разработать, поскольку нынешние 7 классы уже переходят, они уже на выпуске. Мы 2-летнюю программу обязаны разработать. Поэтому ее же можем реализовывать для 6-7 как минимум. Но это, еще раз повторяю, это минимальный подход, который сегодня обязана школа реализовать. 5-летняя и 2-летняя. 5-летняя и 2-летняя. А пойдет ли школа на разработку еще 3-летней программы, 4-летней программы, вот эта школа сама будет решать, опять же повторяю, исходя из своих кадровых возможностей и возможностей учебного плана. Но это минимальный и финансовых возможностей. Потому что это для 5 класса и 2-летней программы для 8-9. Это возможно. Это возможно. Ну что же, это существенно. 1 и 4. На уровне, та же самая ситуация на уровне начального общего образования. У нас сегодня учатся 1, 2, 3, 4 классы по ВОЗ, следовательно, нынешний 4 класс уже выпустился и переходит, вот как раз он уже не осваивает эту предметную область на уровне начального, но он ее освоит на уровне основного общего образования. 3 класс, переходя в 4 класс, за 1 год освоить предмет, вот когда и возникает, возможно, да, вот ситуация 0,5 часа, 1 часа, вот возможно, но это вот такой некий, опять же мы говорим, будет возможно, насколько он будет предметом, да, за 1 год, пропедагогический либо ознакомительный, действительно ознакомительный курс, но мы рекомендуем в этом случае действительно воспользоваться, еще раз повторяю, письмом Минобрнауки Российской Федерации 6 декабря 2017 года и добавить этот час для освоения произведений русских авторов Республики Коми, других произведений русской литературы российских из так называемого списка части С по выбору участника либо самих детей, самого педагога добавить на основной предмет.
с четким выделением того содержания, тех произведений, тех видов деятельности, которые дети осваивают за этот час. Вот для 3 класса, для 2 класса вот такой подход он возможен. А с 1 класса, да, мы начинаем отдельную программу. На уровне начального класса лучше начинать это с самого начала, 4-летнюю программу. Как относительно старшей школы? Ну, есть такие вопросы, что если начальная, основная школа, если для 8-9, то вот для 10-го, те, кто перешли раньше, они пилоты. Нынешние 10 классы, все, я поняла, о чем идет вопрос, о чем идет речь. Нынешние 10 классы, кто в пилотном режиме осваивает государственный образовательный стандарт среднего общего образования, переходя в 11 класс, учебный план формируется несколько по-другому, но помним ситуацию, обязательно не более 12 предметов в обязательной части учебного плана, 7 предметных областей, одной из которых является предметная область родной язык и родная литература. И данная предметная область должна быть представлена одним из предметов, либо русский родной язык, освоенный на базовом, углубленный уровень, за 1 класс уже не получается, мы понимаем, что речь идет о базовом уровне, либо родная литература на базовом уровне. Если то же самое для 11 класса, точно так же разрабатывается программа 1-часовая, 2-часовая, и, следовательно, отбирается то содержание именно для 11 класса пилотного, да, которое, возможно, Для этих школ будет сколько у освоено. нас пилотов? У нас 5 республиканских пилотных площадок и не менее, по-моему, 15, чуть более 15-16 пилотных площадок муниципального уровня проведения федерального государственного образовательного стандарта. 2-летний и 1-летний. Да, точно так же. Причем мы здесь понимаем, что каждый, вот, в чем сложность, может быть, в этом же и прелесть введения стандарта старшей школы. Каждый новый класс будет по-другому делать выбор, по-иному делать выбор необязательных предметов к освоению. То есть если в этом году, например, ваши учащиеся в заявлениях при приеме в 10 класс выберут, или в 11 класс, да, потому что мы говорим про следующий класс, он тоже идет пилотный, выберут, например, русскую литературу, следующий класс может выбрать русский язык в этой предметной области. Вот как организовывает школа, как это организовать в школе выбор этих предметов не обязательно, траектории этих маршрутов, индивидуальных учебных планов, представлены в наших методических рекомендациях по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Методические рекомендации были разосланы школам, разосланы муниципальным образованием и республиканским пилотным площадкам. Первая часть, вторую часть мы планируем выпустить к сентябрю месяцу, в которых надеемся ответить на те вопросы, которые остались, в том числе, которые появились теперь уже у пилотов, которые реализуют этот стандарт. Ну и, Наталья Станиславовна, я так думаю, что у нас возможно еще изменения. Ведь возможно к осени, да? То есть вот сейчас вот мы не можем сказать, вот это вот так все будет, да? Мы живем в такой ситуации, уже все привыкли, наверное, да, постоянно меняющейся ситуации. Я 4 раза повторила за сегодняшний вебинар, повторю 5-й раз, не устану повторять, что мы пока работаем в существующем правовом поле, да, в существующем законодательстве. Какие будут изменения за лето, поживем, увидим к сентябрю месяцу, к 2019 году. Будут конференции, да? Я думаю, что к осени вряд ли что-то будет такое, что нам поменяло правовое поле. А если говорить о методическом сопровождении, то, насколько мне известно, достаточно у большого количества федеральных учебных заведений, организаций, в общем, есть такие планы посмотреть, обсудить содержание вот именно предметной области родной язык и родная литература. То есть будет опыт собираться, будет он обобщаться, будут даваться рекомендации. Я думаю, это тоже одна из наших задач, просто доводить вот до сведения педагогической общественности о том, что делают другие. Да? Вот. Может быть, допустим, если мы посетим конференцию, например, Конгресс РАПРЯЛ, на котором гарантированно будет поднят этот вопрос, то, скорее всего, нужно будет предоставить просто отчет, может быть, презентации каких-то интересных докладов для того, чтобы педагоги республики могли этим пользоваться, могли этим руководствоваться. Вот я думаю, что нужно поставить себе такую задачу, чтобы этот опыт, поскольку страна большая, вот, страна очень разнообразная,
Вот нужно обязательно, чтобы он доводился. Может быть, использовать, кстати говоря, еще и наш есть журнал образования в Республике Коми. Это тоже как площадка распространения методического опыта, методических рекомендаций. Мне кажется, вот это вот все надо использовать и обязательно об этом говорить. Ну, то есть то, что там будет доводить до сведения наших педагогов, да? Да. Ну и делиться собственными. Я думаю, что у нас тоже будет чем поделиться. Я не думаю, что у нас прямо абсолютно похоже, как у кого-то. Нет, это я говорю, что вот у нас очень разнообразная страна, и даже та примерная программа, которая утверждена, УМО по общему образованию, опубликованная, на которую ориентируются, но она тоже ведь по сути дела один из вариантов. Вот понятно, что она составлена очень квалифицированными методистами, но в рамках нашей большой страны она будет иметь как бы свой профиль реализации. Это совершенно точно. И она будет Но она иметь... является примерной Она, программой. да, и она утверждена, обратите внимание, это же январь 2018 года. Вот, то есть они к этому готовились, и они это вынесли, они утвердили, подписали, повесили на сайт. Вот, распространили, но это ведь то, что дает ориентир только. Только ориентир с учетом того, что мы действительно, опять же, поднимали проблему учебно-методического обеспечения, да, реализации этих курсов и этого содержания. То есть на сегодняшний день в представленных книгах учебниках практически нет полностью, нет учебника, который бы сказал, что вот он отвечает этому содержанию. Ну, не будет, и такого не будет, потому что регионы настолько различные. Да. Вот. И Уровень то, что мы владения, сейчас, освоения русского языка, по сути дела, то, что мы сейчас поднимаем этот вопрос, и в институт поднимает этот вопрос, он делает абсолютно правильно все. Потому что об этом нужно начинать говорить. Чем раньше мы начнем, тем раньше мы выйдем на тот путь, который является для нас оптимальным. Вот. И в то же время нужно смотреть, а как будут действовать другие. Это и родственные нам республики, финно-угорские, это и такие регионы, как Башкортостан или Татарстан, где эта проблема тоже встанет, она будет иметь собственный профиль. Вот. Это интересно посмотреть, как это будет, например, в Москве, Санкт-Петербурге, в исконно русских областях, такие как Тульская, Калужская. То есть это все нужно будет смотреть, обобщать, об этом нужно будет думать. Вот. И я думаю, что это очень хорошо, что мы об этом говорим. Ну и если, предположим, вдруг нам в сентябре вывесит еще и примерную программу по литературе русской родной, мы только будем приветствовать. Но опять же вопросы, я очень надеюсь, что эти вопросы будут разрешаться и будут регламентироваться на федеральном уровне, поскольку речь идет о реализации федеральных государственных образовательных стандартов, и речь идет о родном, сегодня вели речь о родном русском языке, который регламентироваться который должен действительно на федеральном уровне, параллельно с регламентацией изучения русского языка как государственного. Эти вопросы тоже поднимаются на всех конференциях, также обсуждаются, поскольку сегодняшний формат освоения предмета русский язык, он действительно носит, скажем, такой очень общий характер. То есть мы его изучаем уже, действительно, почему вопрос поднимается, мы его изучаем как родной по методике преподавания родного языка, не государственного. Масса территорий, в том числе муниципальных образований школ в нашей республике Коми, где присутствуют дети, живут дети, которые не владеют и не разговаривают на русском языке, то есть которые не являются носителями даже русского языка, не говоря уже о том, что он для них является родным. Проблема актуальна. Я полагаю, что после сегодняшнего вебинара у вас возникнут, мы надеемся, что возникнут вопросы, которые вы зададите вот не только в чате к нашему вебинару. Спасибо за комментарии, спасибо за, скажем так, ваши вопросы, но и на площадке сетевого сообщества Республиканского методического объединения учителей русского языка и литературы на портале «Открытое образование Республики Коми». Напоминаю, что ваши вопросы, институт работает практически в круглогодичном формате. Сегодня и летом у нас, вот вы видите, идет лето, Пусков, у нас присутствуют работники, будут в институте работать. Будем сопровождать в том числе площадку форума, площадку ресурс «Вопрос-ответ», на который вы можете задать свой вопрос, мы постараемся отвечать оперативно, в том числе в отпускном режиме.
Кроме того, напоминаю, что на этой площадке вывешено вот то, что я сегодня озвучивала, в текстовом виде висит на портале предметно-дискуссионная площадка и по литературе, и по русскому языку для основной школы. Если есть необходимость, можно вот эту презентацию сегодняшнюю ее тоже туда разместить. Но там будут размещены эта презентация, наши презентации и те материалы. И мы обещали, напоминаем, да, мы обещали сделать сравнительный анализ требований стандарта к освоению русского языка и литературы по основной школе, по старшей школе. Мы сделаем только для базового уровня, да, для базового уровня. Сделаем такой сравнительный анализ для того, чтобы вы воочию увидели, хотя, мне кажется, самому учителю очень интересно сделать подобные вещи, чтобы воочию самому увидеть вот эту вот разницу, почувствовать эту разницу и понять, как и чем лично он сможет обеспечить реализацию данной разницы при разработке своей программы. Уважаемые коллеги, мы завершаем наш вебинар. Спасибо вам за общение, спасибо, что вы были с нами. До новых встреч. Есть.